Говорят, империи гибнут от меча, но порой они угасают в тиши спален. В 38 году нашей эры, в самый расцвет могущества Рима, юная невеста переступила мраморные пороги Палатинского дворца. Ее звали Валерия Мессалина. Ей было всего 15, и ее выбрали в жены императору Клавдию, человеку вдвое старше ее, хрупкому телом, но облеченному имперской властью. Для римской общественности этот брак звучал как обещание. Плодовитая императрица благородных кровей, девушка, призванная воплощать добродетель, рожать наследников и укреплять династию, все еще преследуемую призраками безумия Калигулы. Под гирляндами того свадебного дня уже начиналась другая история. Та, что должна была вписать ее имя в память как имя самой порочной императрицы Рима. На первый взгляд Мессалина казалась идеальной супругой во всех отношениях. Древние хронисты описывают красоту, которую обожал Рим. Бледная кожа, золотые волосы и тонкие аристократические черты, что отличали ее от обычных женщин города. Она безупречно выполняла свои первые обязанности, подарив Клавдию 2 детей и появляясь на государственных ритуалах с изяществом и сдержанностью. Согласно суровому моральному кодексу римской жизни, где женщины делились на матрон, добродетельных жен, и меритрикс, блудниц, от нее ожидали воплощения целомудрия. Возможно, именно пропасть между тем, чего требовал от нее Рим, и тем, чего она тайно желала, и стала двигателем ее гибели. Многие утверждали, что Мессалина по ночам ускользала из дворца, переодевшись проституткой, и работала в борделе в районе Субура. Тацит повествует, что она состязалась с самыми низшими куртизанками Рима, полная решимости доказать, что сможет принять больше клиентов, чем любая из них. Можно лишь представить потрясение сенатора, случайно зашедшего в подобный притон и узнавшего под гримом и дешевыми духами императрицу. Ею двигало не отчаяние. Это был азарт, бунт и непреодолимое желание превратить свою сексуальность в оружие против общества, которое боготворило ее чистоту. Вылазки в бордель были лишь началом. Внутри дворца она превратила двор Клавдия в театр непристойностей. Представьте себе: пиры, ложа, задрапированные шелком, золотые блюда, уставленные жареными сонями, и инжир, истекающий медом, вино, льющееся из украшенных драгоценностями кубков. Сенаторы возлежали в тревожном молчании, пока Мессалина председательствовала не как благородная хозяйка, а как распорядительница церемоний, призывая гладиаторов прямо с арены, пленников из далеких провинций, даже знатных сыновей и дочерей, чтобы те развлекали ее унизительными забавами. Один слух утверждал, что однажды она устроила состязание между собой и самой известной проституткой Рима, Сциллой, поспорив, что превзойдет профессионалку в чистой выносливости. На рассвете Сцилла рухнула, обслужив 25 мужчин. Мессалина продолжала, превысив 30. Ее победу встретила не овация, а исполненная ужаса тишина. Остается лишь гадать, почему она это делала. Было ли это безграничное желание или нечто более холодное, расчетливый способ контролировать элиту империи через стыд? Ее цели охватывали все сословия. Генералы, принужденные к покорности, аристократки, которых шантажом втягивали в унизительные деяния, сыновья сенаторов, затащенные в ее спектакли. Отказаться было почти невозможно. Тех, кто отвергал ее домогательства, часто ждал внезапный конец. Трибуна находили плывущим по Тибру. Аристократа в одночасье лишали должности. Послание было ясным. Императрица Рима не принимала отказов. Она устраивала церемонии, пародирующие Венеру и Вакха. Сначала
Она облачалась в жреческие одеяния, затем срывала их, приказывая участникам совершать непристойные обряды во имя богов. Для Рима религия была клеем империи, связующим гражданина с гражданином и город с городом. Развращая ее, она подразумевала, что она одна была истинным божеством во дворце, богиней не любви, но владычества. Можно представить эмоциональное крушение в римских домах. Жена сенатора, публично униженная, возвращается в молчании. Дочь, вырванная с виллы своего отца, появляется несколько дней спустя с глазами, которые не смеют встретиться с его взглядом. Сам Клавдий, которого часто изображали слабым или простоватым, казался неспособным или не желающим остановить ее. Был ли он слеп к ее излишествам или соучаствовал молчанием, историки спорят до сих пор, но результат очевиден. Имя Мессалины распространилось по империи не как символ плодородия и достоинства, а как проклятие. Тем не менее, империя продолжала жить со своей императрицей. Рынки гудели, легионы маршировали, колесницы ревели в большом цирке. Яркий фасад Рима оставался нетронутым, в то время как его моральная сердцевина увядала за закрытыми дверями. Каждый шепот о Мессалине подтачивал авторитет Сената. Каждый скандал ослаблял веру в дом императора. Рим, некогда гордившийся дисциплиной и добродетелью, наблюдал, как его первая леди превращает разврат в инструмент политики. Руины на Палатине все еще стоят. Их фрески выцвели, их колонны потрескались, но под пылью веков ее тень сохраняется. Юная невеста, ставшая самой страшной куртизанкой своего времени. Ее история ставит вопрос, который леденит душу сквозь века. Что происходит, когда та, что избрана воплощать добродетель, венчает себя пороком? Власть в Риме никогда не была записана только в законах или высечена в мраморе. Ею дышали в спальнях, о ней торговались на пирах, а в случае Мессалины ее вершили через тело императрицы. С годами ее правления ее аппетиты не уменьшались. Они становились смелее, расчетливее и куда опаснее. То, что начиналось как тайные полуночные приключения, превратилось в машину коррупции, которая опутала самых могущественных мужчин и женщин Рима сетью унижения. Тацит, Светоний и Ювенал, каждый со своей долей яда, описали это падение. Они сообщают, что Мессалина основала то, что можно назвать лишь имперским борделем, спрятанным на виду, на роскошной вилле близ Марсового поля. Это не был дом для обычной похоти. Это была операция, организованная с безжалостным умом. Аристократок под угрозой разорения принуждали служить бок о бок с ней. Сенаторы, генералы и купцы пребывали под ложными предлогами, но обнаруживали, что скомпрометированы так, что это гарантировало их молчание. Каждая прошептанная исповедь, каждый трепетный секрет, рожденный в пылу стыда, записывался ее верными слугами. Более поздние источники утверждают, что она использовала эти знания, чтобы шантажировать целые семьи, добывая богатство, губернаторские посты и послушание, не поднимая ни единого легиона. Мелкие сцены ее правления леденят кровь. Юную аристократку вытаскивают из атриума ее отца и заставляют играть роль куртизанки под бдительным оком Мессалины. Сенаторов, лишенных ток, принуждают к унизительным зрелищам перед соперниками, которые позже воспользуются их позором. Один солдат, сбежавший с виллы, говорил, что этот опыт был хуже битвы, признавая, что кровь высыхает, а стыд не проходит никогда. В этом и заключался жестокий гений Мессалины.
Она поняла, что сексуальное унижение может сломить человека полнее, чем меч. К началу 42-го года нашей эры ее сборища стали печально известны. Замаскированные под фестивали Венеры или Вакха, они начинались с торжественного воскурения благовоний богам, а затем скатывались в постановочные оргии, где правящий класс совершал деяния, в которых никогда бы не осмелился признаться. Мессалина дирижировала всей сценой как маэстро. Сенаторов ставили в пару с врагами, генералов принуждали к гротескным состязаниям, со знатных жен срывали покровы перед ревущей толпой элиты. Отказ означал катастрофу, согласие означало гибель. Все уходили связанными не верностью, а общим и удушающим стыдом. Самые тревожные свидетельства сосредоточены не столько на публичных зрелищах, сколько на ее потребности соревноваться. Она относилась к сексу как к гладиаторскому спорту. Ее самое позорное состязание — поединок на выносливость против Сциллы, прославленной проститутки Рима, потрясло столицу. Перед избранной аудиторией аристократов Сцилла расчетливо распределяла силы, обслужив 25 мужчин за долгую ночь, пока не упала от истощения. Мессалина не остановилась. Она продолжила после 30, отказываясь уступать, пока не осталось добровольцев. К рассвету она победила, и этой победой разрушила всякую иллюзию римского достоинства. Императрица Рима, жена Клавдия, превратила себя в зрелище, наслаждаясь унижением не как позором, а как триумфом. Историки ищут ответы на вопрос, почему женщина, воспитанная в привилегиях, обожаемая за красоту и коронованная как императрица, избрала унижение своим высшим наслаждением. Некоторые указывают на ненасытную похоть, другие говорят о жажде власти. Третьи видят травму от слишком раннего брака с пожилым неловким мужем. Возможно, правда проще и страшнее. Для Мессалины этот контраст был опьяняющим. Чем больше ее публичная роль требовала целомудрия, тем более захватывающим становилось предавать его. Ее империя похоти имела последствия. Сенат, и без того ослабленный, оказался парализован шантажом. Губернаторов выбирали не за способности, а за молчание. Генералы хранили верность не из-за чести, а из-за страха разоблачения. Политика Рима изгибалась под ее невидимой рукой. Иностранные послы шептались о странных переговорах, на которых сенаторы казались подавленными, рассеянными, почти сломленными. Руководство империи пожирало одержимость одной женщины. Солдаты, долгое время терпимые к имперским излишествам, начали роптать. Верность дала трещину, когда поползли слухи, что их товарищей вызывали на виллу Мессалины и лишали достоинства перед ее гостями. Для людей, закаленных войной, унижение было хуже смерти. Казармы наполнились шепотом и проклятиями, которые в любом другом месте означали бы государственную измену. Ее паранойя росла. Охрана усиливалась, наказания становились суровее, зрелища делались все более жестокими, как будто удвоение стыда могло задушить восстание. Каждый поступок прорезал новые трещины в хрупком фасаде ее царства желания. Рим пережил огонь, чуму и вторжение. Смог бы он пережить императрицу, которая правила через унижение, стало главным вопросом. Переломный момент наступил в 48 году нашей эры, когда она совершила поступок настолько дерзкий, что он до сих пор поражает историков. Пока Клавдий был в Остии, Мессалина устроила свадьбу. Не тайное свидание или частную клятву, а полноценный римский брак со своим любовником, сенатором Гарцилом. Присутствовали жрецы, свидетели поставили подписи, контракты были скреплены печатями.
Каждый ритуал, требуемый Римом, был соблюден, чтобы узаконить союз. По закону теперь она была замужем за Саесом, все еще нося титул императрицы и жены Клавдия. Это был не просто скандал. Это был открытый бунт. Она вышла из тени на дневной свет. Ее похоть превратилась в государственную измену. Неизвестно, что могло довести ее до такого безумия. Возможно, она верила, что Клавдий покорится, что Сенат уступит, что Рим примет 2 мужей для своей императрицы. Или, возможно, это было внутреннее принуждение, необходимость нагнетать обстановку, пока разрушение не стало неминуемым. Каким бы ни был мотив, этот поступок оказался роковым. Верные вольноотпущенники побежали сообщить Клавдию. Сначала он рассмеялся. Он был уверен, что это дикий слух. По мере накопления доказательств смех сменился гневом. Осмеянный и обманутый император наконец начал действовать. Клавдий вернулся в Рим с солдатами за спиной. Мессалину нашли в садах дворца, которым она правила, словно богиня порока. Древние авторы описывают ее последние мгновения с холодной ясностью. Она умоляла и просила, предлагала своих детей в заложники. Когда милосердие не пришло, она попыталась покончить с собой, но дрогнула. Солдат вонзил клинок. Императрица, поработившая Рим через стыд, умерла не в величии, а в панике и крови. Ее наказание не закончилось смертью. Клавдий приказал низвергнуть ее статуи, стереть ее имя, предать ее память забвению. Проклятие памяти. И все же Рим не забыл. Чем сильнее ее пытались похоронить, тем громче становилась ее легенда. Сегодня в руинах Палатина тишина кажется тяжелой. Посетители могут восхищаться мозаикой, но камни шепчут о чем-то более темном. Бордель, мятежники, шантаж, запретный брак. История Мессалины живет не потому, что Рим хотел ее рассказать, а потому, что ее невозможно было заставить замолчать. В конце концов, ее наследие — это предупреждение, высеченное сквозь века. Империи гибнут не только от вторжения, они могут рухнуть от разложения, которое бродит в их собственных стенах. Она доказала, что похоть может быть столь же разрушительной, как сталь. Она показала, что стыд может связывать людей крепче, чем цепи. История закрывает ее главу истинной, столь же жестокой, как и ее жизнь. Самым опасным оружием Рима был не меч,